Сегодня уже, наверное, каждое зернышко считает, как известно в мультфильме, помните, да? Дюймовочка. Дюймовочка, да? Вот. Ну, если там по ползернышка, это не так уж и много. А если умножить на 365 дней, это получится 182,5. А это уже немало. Это уже немало. Поэтому надо уметь считать. Поэтому вчера на заседании комитета я говорил, перестаньте получать долги. Каждый долг, вот за последние, скажем, 9 месяцев, каждый раз мы получаем долги. А народ аплодирует. Ой, повышается пенсия, повышается зарплата. Дорогие мои, повышается за счет твоего ребенка, твоего внука. А не будет расплачиваться. Как? За счет чего будет расплачиваться? Они не считают этого. Поэтому это тоже политический уровень, социальный уровень нашего общества. Ой, жақсы болды. Эмнеге жақсы болды, бүгін жақсы болды, а ертең эмне болады? Вот очень хорошо ты чувствуешь, а завтра что? Ты можешь представлять себе? Нет, не могу представлять. Мир другой. Еще раз говорю, мир изменился. Мы, кыргызы, должны быть готовы к тому, что буквально вчера не было на пороге вот этих вот бедствий, а сегодня уже мы ожидаем эти бедствия. Мы должны быть готовиться, мы должны быть готовы к этим новым каким-то там вызовам. А мы готовы? Нет. Чем мы занимаемся? Сабантуйчики, юбилейчики, фейковщики, и посадить кого-то, поймать кого-то, привести кого-то там, связать кого-то. Извините меня. Изъять конфискованное. Да, изъять конфискованное, кустуравыз, куда кустурасын, сам знаю, сколько в мой карман попадет, сколько в государственную казну попадет, будет решать только 3 человека, там 4 человека. Это не государство уже. Это уже не государство. Народ должен четко понимать, что мы теряем государственность. Мы теряем это. В свое время, опять-таки ссылку делаю на Акаева, из истории нашего парламента, во втором созыве. Акаев пришел в парламент, просил 3 миллиона сомов дополнительных. Для чего, вы думаете? Для того, чтобы улучшить быт и оснащение СГО, службы государственной охраны. Мы, депутаты, так завозмущались. Неужели вам не хватает столько там охранников? От кого вы охраняете? Он быстро встал, сказал, я прошу прощения, извините, я согласен с вами, я отказываюсь от этих. И ушел. Понимаете, какая культура? Какая взаимная ответственность? Как культурно парламент возразил? И как вовремя и очень культурно, достойно президент отказался. Сегодня вы можете себе представить такую картину? Сегодня вы говорите, открывает там здание, и каждый раз говорит внебюджетный. Извини меня, если самый секретный орган, каковым является Комитет по безопасности, государственной безопасности, за счет кого тогда строится? За счет спонсоров, что ли? А эти спонсоры просто за красивые глаза? Извините, рыночная экономика, ты мне, я тебе. Что в результате, какие торги идут, нам неизвестно. Как Садыр Джапаров говорил, куда мы продали, почем продали, кому продали, не ваше дело. Извини меня, это же национальное достояние, это же народное богатство. Разве мог себе представить такое заявление сделать ни Акаев, ни Бакиев, ни Атамбаев? Никто не имели права такое делать, и никогда и не делали, потому что они понимали, что такое государство. Вы согласитесь со мной, наверное? И при этом вчера на комитете по бюджету представитель президента в парламенте просит депутатов рассмотреть вопрос о бюджете фонда президента за закрытыми дверями. Я в начале нашей работы говорил, 2 миллиарда 800 миллионов сомов. Я так говорю, что карманные расходы. 2 миллиарда 800 миллионов сомов. В то время, когда на всю ирригационную систему, а у нас аграрная страна, выделили, и каждый день практически там об этом поют через КТР, миллиард сом. Извините меня, это аграрная страна.
Это 7-миллионное население. 1 миллиард сом выделяется на растительную систему, на улучшение растительной системы. Еще 1,5 миллиарда выделяется для приобретения сельхозудобрения. Итого на поддержку аграрной страны, на аграрный сектор из бюджета выделяется 2,5 миллиарда сомов. Тогда, когда на карманные расходы президента выделяется 2 миллиарда 800 миллионов. Куда это годится? Извините меня. Что за явление? Как мы должны относиться после этого? О чем мы должны говорить после этого? Значит, если об этом заговорил Мадумаров, надо что делать? Мочить, как он выражается. Да? Надо объявить его кем? Предателем. Надо объявить его кем? Эльбузар. Вот это и есть сегодняшняя политика вся.